Очередной учебный год внезапно подкрался, но это не повод забыть о развлечениях. Хотите потратить пушкинскую карту, похрустывая попкорном? Тогда разберем, какие яркие киноновинки заготовил для нас сентябрь. Мультфильм «Приключения» Руслан и Людмила. Больше, чем сказка. Получай! Не стой, ты связался, черноморда! Хватить! Ого, чем дальше, тем интересней. Сюжет почти как Пушкин написал, вот только Людмила такая бойкая и бесстрашная, что девушкам 19 века такое и не снилось. Отсюда и все сюжетные повороты. Руслан, конечно же, как полагается, добрый молодец, находчивый и сильный. Знакомство с говорящим медведем, столкновение с великаном. С такой компанией точно не соскучишься. Комедия в стиле фэнтези. Баба-Яга спасает мир. Покажет нам знаменитую злодейку совсем с другой стороны. Мама, смотри, Баба-Яга! Говорила тебе, панамку не снимай. Солнце голову напечет. Деревня-то где? А где люди-то живут, а? Любопытный школьник Сеня чудесным образом попадает в сказочный лес. Там его ожидает встреча с огромным количеством всевозможных причуд и даже битва с Кощеем Бессмертным. Что из этого выйдет, узнаем совсем скоро. Коты Эрмитажа. Еще один нарисованный шедевр о милейших котиках. Мы охраняем Эрмитаж. Мы не портим картины, не метим их и не позволяем другим. Постой! Нет! Отойди. На час испортишь. Это ты привел к нам мышь? Да, я привел ее вам на завтрак. Налетай! Кто не любит котиков? Таких людей не существует. Так исторически повелось, что в известнейшем музее Санкт-Петербурга проживает огромное количество пушистиков. Жить в таком роскошном месте очень престижно. Наверняка каждый усатый мурлыка северной столицы знает об этом. Ну как удержаться в историческом дворце? Да, у котиков там свои порядки. Порой даже ссоры, скандалы и прочие передряги. Это был лично мой топ-3 фильма, которые можно посмотреть этой осенью по пушкинской карте. А вы учитесь на пятерке и не забывайте отдыхать. Риваль Сулейманов, Дан Хамитов специально для Горы новостей.